Все самое важное и интересное за эту неделю. Найдено тело. В Сосногорске идет доследственная проверка по факту смерти женщины. Предположительно, пластовые воды. В Нижнем Одессе случился разлив. Не только свои, но и кредитные. Ухтинец по просьбе мошенников оформил 2 займа. Сложно, но можно. Как работает Ухтинская больница в период пандемии. И новые машины для медиков. +6 в автопарке медицины катастроф. Смотрите прямо сейчас. Сосногорский отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела ранее пропавшей Ульяны Помыткиной. Напомним, местная жительница 1984 года рождения пропала 21 ноября. Ушла с работы в районе насосной станции НГПЗ. Организованные поиски начались 25 ноября с участием правоохранителей и волонтеров общественной организации «Ухта-Спас». Вечером 28 ноября стало известно, что было обнаружено тело Ульяны Помыткиной. По словам поисковиков, нашли труп в том районе, где проходили поиски, недалеко от работы. По словам руководителя Сосногорского отдела Следственного комитета Сергея Ермолаева, после проведенной экспертизы была выявлена причина смерти. Это общее переохлаждение организма. Повреждений на теле женщины не было обнаружено, так что смерть носит ненасильственный характер. Но проверку все же проводят, опрашивают круг ближайших контактов. – 29 ноября стало известно о разливе недалеко от Нижнего Одессы. Экоактивисты сообщают, что предположительно это пластовые воды. Экоактивисты сообщили, что предположительно это пластовые воды. В группах социальных сетей появилось видео с описанием, что при температуре -17 вода не замерзает, имеет сильный технический запах и предположительно примеси нефти. Сделали такой вывод из-за осадка темного цвета. Место было осмотрено сотрудниками МЧС. Чуть позже стало известно, что Сосногорский комитет по охране окружающей среды сообщил, предприятие «Лукойл-Коми» признало разлив пластовых вод, расчет ущерба будет производить Росприроднадзор. Сегодня, 2 декабря, экоактивисты вновь отправились на место, откуда провели прямой эфир, транслируемый в соцсетях. На территории разлива идут работы, вероятно, по ликвидации. Ухтинцы продолжают верить мошенникам, теряя как свои накопления, так и деньги займов. Так ухтинец 1982 года рождения дважды поверил одной и той же легенде мошенников, потеряв при этом крупную сумму. Мужчине поступил звонок от псевдосотрудника банка, который сообщил: на вас пытаются оформить кредит. Чтобы не позволить это сделать, необходимо опередить и самому взять кредит, а после перевести на безопасный счет. Местный житель поверил этим словам, перешел в приложение банка и оформил займ на 500 тысяч рублей. После снял деньги в банкомате и перевел их на посторонний счет. На следующий день ему снова позвонили и сказали, что от него вновь поступила заявка на кредит. Действуя по инструкции липового консультанта финансового учреждения, мужчина через 3 банкомата перевел на счета злоумышленников еще 500 тысяч. После этого он больше не смог дозвониться до виртуальных помощников. Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, потерпевший слышал о мошенничествах по телефону, но повелся на уговоры, так как преступники оказались хорошими психологами. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». МВД напоминает, если вам звонят и утверждают, что на вашем банковском счету идет какая-то подозрительная активность, нужно тут же класть трубку и перезванивать по официальному номеру банка. Главный врач Ухтинской городской больницы встретился с журналистами, чтобы рассказать о том, как работает его учреждение в период пандемии COVID-19. Самым актуальным вопросом сегодня стала работа компьютерного томографа. В муниципалитете их всего 2. В поликлинике он вышел из строя. С аппаратом в УГБ несколько дней назад тоже начались проблемы. Но, как заверил руководитель больницы, проблемы были. Позавчера начались неполадки с подачей снимков. В воскресенье вопрос пытались решить дистанционно с обслуживающей аппаратуру фирмой. Оказалось, неполадки с жестким диском на оборудование продолжают использовать, ожидая техподдержку. Сегодня за последние сутки только сделали 99 исследований. Ну, обычно мы делали 120-130.
до 140 максимум. Вот. Ну, продолжаем работать, но мы все пришли единодушию с фирмой Toshiba. Завтра в час дня самолетом прилетит инженер вместе с жесткими дисками, мы его меняем и все, и дальше работаем. В УГБ снимки делают не только своим пациентам, но и тем, кого привозят на скорой, людям из соседних муниципалитетов и по направлению с поликлиники. Томограф работает круглосуточно, заверил главврач. Что же с коечным фондом? Еще в апреле в больнице под лечение COVID-19 в инфекционном отделении оборудовали 100 коек, 70 из которых с кислородом. Но медики отмечают, хоть он нужен далеко не всем, пользуются им активно. Ну, я вам скажу честно, если больные, конечно, нужно, не нужно, они натягивают этот трубку себе, вот, потом, значит, встают, уходят, бросают, кислород так и, значит, находим, что не закрыли, оставили, самотеком так идет, разгерметизация системы, в общем, это довольно часто такие вещи. Но персонал ходит, поправляет за каждым больным там, в общем-то. Также в Ухте достаточно аппаратов ИВЛ, 45 на всю больницу. На сегодня тяжело больными коронавирусом используются 2. Всего же ковид-положительных в больнице 295 человек. 13 из них в тяжелом состоянии. В субботу коечный фонд для лечения коронавируса был увеличен. Когда поток больных стал увеличиваться, соответственно, мы довели до 160 коек, потом до 260 коек, потом до 300 коек. Сегодня, вот с субботы начинаем, мы работаем на 320 койках официально. Перепрофилировали другие отделения. Это первое терапевтическое отделение, 5-й этаж терапевтического корпуса. Потом 4-й этаж, это кардиологическое отделение бывшее, да, сейчас под ковид. Мы условно назвали первая терапия ковид, кардиология ковид. И 3-й этаж, это гастроэнтерология, где 40 коек, там тоже размещено ковид у нас. 50% заболевших со средней степенью тяжести. При этом в Ухте лечат не только местных, но и пациентов еще 7 муниципалитетов. В среднем они составляют 30% проходящих лечение от COVID-19. И вроде бы все идет по плану, если не одно весомое «но». Ухта всегда испытывала недостаток медкадров. Конечно, дефицит кадров достаточно большой. На сегодняшний день дефицит кадров – это 48%. На 52% только больница обеспечена врачебными кадрами. Ситуацию стабилизируют разве что выпускники, отучившиеся по направлению, и программа «Земский доктор», по которой только недавно пришло 3 медика, еще 2 ждут оформления. С момента начала программы молодым врачам давали 500 тысяч, в 2020 году сумма выросла до 2 миллионов. За предложенную безвозмездную ссуду медики должны отработать 5 лет. Сейчас в больнице по этой программе трудятся 38 человек, среди которых молодой онколог Алексей Старостин. Я сам ухтинец, проучился в Кировской академии, приехал с главным врачом на встречу, обсудили. Онкология меня заинтересовала, поэтому была вакансия, сразу же решил сюда идти работать. Если человек хочет, он приходит и работает. Но приятный бонус будет лететь деньги. Как заверяют молодые специалисты, покинуть эту больницу они пока не планируют. Условия работы в УГБ и правда становятся лучше. Последние 3 года тут идет капитальный ремонт. К завершению подходят работы в реанимационном, справочном отделениях и отделении искусственной почки. Ремонт там завершится к концу декабря. Ухтинский филиал Центра медицины катастроф, в состав которого входит скорая помощь и борты санавиации, обновил свой автопарк. Если вертолеты медучреждения вместе с летным экипажем берет в аренду у авиапредприятия, то курсирующий по муниципалитету, а также за его пределами транспорт, им необходим свой. В среднем одновременно в работе 10 машин. Чтобы приезжать на вызовы быстро, они должны быть в надлежащем состоянии. Тем более сейчас, когда медики скорой помощи выполняют не только свой функционал, но и часть вызовов, которыми обычно занималась поликлиника. Поэтому новые авто тут востребованы как никогда. Пришли 4 новых «Газели». Вот сейчас пришли в декабре, уже буквально в конце ноября. Значит, уже они используются в работе. «Газели Next».
класса «Б». Чуть ранее у нас пришло 2 Форда «Транзит» класса «С» для реанимационной бригады. Часть старых машин теперь спишут, они выработали свой ресурс. А вот новую уже возят медиков, чему рады не только они, но и водители, входящие в состав экипажа скорой помощи. Максим Уваров раньше возил коллег на отечественной машине. Теперь пересел на иномарку и отмечает, работать стало удобнее и ему, и медицинскому персоналу. Вот. Двигатель стоит 125 лошадей. Вот. Очень хорошая машина, очень нравится, теплая. Автомобили также оснащены всем необходимым для оказания экстренной помощи. Несмотря на то, что требуемое оборудование было и на прежних авто, тут оно явно не будет лишним. Жаль, что автопарк можно пополнить такими чудесными машинами, а вот коллектив нельзя. В филиале Центра медицины катастроф на сегодняшний день недостаток кадров порядка 50%. Из положенных на эту территорию 52 врачей в штате на сегодня всего 9. В целом, Ухтинской скорой, которая выезжает на ДТП за пределы муниципалитета, и санавиации, которая обслуживает всю северную часть республики, не хватает порядка 100 человек медперсонала. Историко-краеведческий музей показал обновленные экспозиции после масштабного ремонта. И несмотря на то, что в залах пока пусто из-за ограничений, тут уже есть чем похвастаться. Несколько постоянных выставок, с которыми ухтинцы и гости города могли познакомиться и раньше, теперь выглядят иначе. Во-первых, обновилась естественно-научная коллекция. Зал был обновлен на средства гранта еще до пандемии, но в 2020-м обогатился новыми таксидермическими скульптурами. Просто один из посетителей, который был у нас в музее, решил передать нам в дар свою небольшую коллекцию. Итак, у нас в зале появились 2 росомахи, рысь, горностай, несколько птиц, как промысловые, так и водоплавающие, лисица, заяц и 2 волка. Тут же разместился и гербарий из краснокнижных растений, которые были найдены в нашем муниципалитете. В центре стоит медведь. Эту экспозицию даже назвали в честь него. В переводе с коми «Ош Быттас» значит «медвежий воспитанник». Коллекция объединена с мифологией коми, в оформлении использованы изображения с коми промыслового календаря, а декоративные элементы созданы из пород деревьев, произрастающих в Ухтинском районе. Соседствует коллекция с залом этнографии, он также был отреставрирован ранее, но коллекция в нем постепенно обновляется и сейчас. Ну вот здесь у нас есть интересная корыто, там подписано инициалы КАС, год указан, и ему очень много лет, недавно тоже передали нашему музею. Оно неплохо сохранилось, видно, что им пользовалось не одно поколение, там трещины, его подлатали, и представляет собой большую ценность. По словам сотрудников музея, в планах создать здесь подобие коми-избы. Тогда культура коренного народа будет еще более показательна. Ведь сам зал разделен на 3 части – мужскую, женскую и общую, в которой представлен промысел коми, которым занимались как мужчины, так и женщины. И если этот зал отправляет нас в далекое прошлое, истории и культуре коми-населения, то следующая экспозиция посвящена тем, кто попал в наши края не по собственному желанию. Выставка «Виновный. Статья 58». Также не новая, но в 2020-м она обновилась очень ценными экспонатами, которые раньше не были доступны для просмотра. В этом году мы решили ее несколько дополнить и показать вклад заключенных и вольнонаемных не только в становлении промышленности, но и в культуру. Вот. И впервые мы показываем уникальный экспонат. Это оригинал памятника Пушкину, который был создан в 1937 году к столетию со дня гибели поэта. Его автор заключенный. Его создатель заключенный Николай Александрович Бруни, который отбывал наказание в Ухт-Печелаге. Сохранившиеся фрагменты оригинальной скульптуры долгие годы хранились в заказниках музея. Теперь же легендарный лагерный Пушкин, созданный в кратчайшие сроки из подручных материалов, обрел свое законное место в центре экспозиции. Свет увидел еще один экспонат, который из земли достали неравнодушные ухтинцы, доставив в музей. Вообще это уникальный экспонат, это настоящая дверь, которая изнутри деревянная, просто она была обшита железными листами. Вот. На Ветлосянском Олпе, это отдельный лагерный пункт, у нас находилась больница для заключенных.
очень гиблое и тяжелое место по своей энергетике, но тем не менее не показать этот предмет мы не можем, потому что это было частью системы, частью Ухт-Печалага. Потолок в этом зале оформлен настоящей колючей проволокой. Все это сделано для того, чтобы максимально передать атмосферу, в которой люди, несмотря ни на что, пытались жить и творить. Последним обновленным стал зал, посвященный Великой Отечественной войне. Его в юбилейный год Победы перестроили полностью. Экспозиция рассказывает не только о военных действиях и участниках войны, но и о работе ухтинцев в роковые-сороковые. Потому что по некоторым видам продукции, выпускаемым, Ухтинский район во время войны ведь занимал серьезнейшее положение. Там буквально до 50% некоторые доходили виды продукции, которые поставляла именно Ухта. Ну, естественно, ее прилегающие территории. Поэтому ее роль просто безмерна, особенно то, что касается снабжения Ленинграда блокадного, в котором, как известно, даже во время Великой Отечественной войны не останавливали работу оборонные военные предприятия, то вот Ухтинская нефть, она, конечно, поступала беспрерывно и в необходимых объемах, в том числе и вот в блокадный город. Дополнили визуальный ряд световыми инсталляциями. На колоннах размещены документы и ухтинских газет военных лет. Также в зале звучит голос известного диктора Юрия Левитана. Из воссозданных репродукторов можно услышать объявление о начале войны.